Урок номер 17. Раздел «Что такое хорошо, что такое плохо». Тема урока «Наши поступки». Ты научишься описывать события и героев аудиовизуального материала, читать текст и понимать его, высказывать свое мнение, правильно писать слова. Упражнение 1. Рассмотрите картинки. Предположите, о чем может пойти речь в рассказе. Мәтінді оқымай тұрып, суретке қарап, мәтінде не туралы айтылатынын болжап көреміз. Суретте кім салып тұр, ол не істеп жатыр? Я думаю, что речь пойдет о мальчике и его котенке. Мальчик рассказывает маме, что случилось. Это примерный прогноз, о чем будет идти речь в рассказе. Упражнение 2. Посмотри анимацию рассказа. Подтвердились ли твои предположения? QR-код арқылы бізге берілген анимацияны көреміз. Мен сендерге қазір қосып беремін. Көріп болғасын, сұрақтарға жауап береміз. По заслугам. Как-то Салимбек играл с котенком и дернул его за хвост. Котенок испугался и поцарапал мальчику руку. Салимбек заплакал, прибежал к маме. «Ой», — сказала мама, — «кто так тебя поцарапал?» «Котенок. Вот я ему задам». Мама замахнулась веником на котенка. Тот прыгнул к мальчику, прижался, словно спрашивая: «В чем я виноват? Ведь ты за хвост меня дернул». «Мама, мамочка», — просил Салимбек, — «не трогай его, он правильно сделал. Это я его обидел». Назови героев рассказа. Әңгіменің кейіпкерлерін ата. Герой рассказа – мальчик, котенок, мама. Расскажи, что произошло с Салимбеком. Салимбекпе не болды, соны айтып бер. Салимбек дернул кота за хвост. Кот его поцарапал, и мальчик заплакал. Салимбек мысықтың құйрығын тартты. Мысық оны тырнап алды. Бала жылады. Почему котенок поцарапал мальчика? Объясни. Мысық баланы неге тырнап алды? Түсіндір. Потому что мальчик дернул его за хвост. Котенку было больно. Упражнение 3. Прочитай рассказ Мадгата Турижанова. Подходит ли анимация к тексту? Ребята, я для вас приготовила свою анимацию. Чтобы вам было интересно читать рассказ по заслугам, я для вас приготовила ролик. Давайте его посмотрим. А вы следите по книге. Упражнение 3. По заслугам. Как-то Салимбек играл с котенком и дернул его за хвост. Котенок испугался и поцарапал мальчику руку. Салимбек заплакал, прибежал к маме. «Ой», — сказала мама, — «кто так тебя поцарапал?» «Котенок». «Вот я ему задам». Мама замахнулась веником на котенка. Тот прыгнул к мальчику, прижался, словно спрашивал: «В чем я виноват? Ведь ты за мой хвост меня дернул». «Мама, мамочка», — просил Салимбек, — «не трогай его. Он правильно сделал. Это я его обидел». Понравился вам ролик? А как вам котенок? Он такой милый, да? Теперь давайте ответим на вопрос. Выскажи свое мнение. Начни со слов «Мне кажется, что мальчик поступил». Как же поступил мальчик? Давайте ответим. Мне кажется, что мальчик поступил правильно. Он понял, что мама не должна наказывать котенка, потому что первый дернул кота за хвост. Мальчик признал свою вину. Упражнение 4. Послушай отрывок из стихотворения Кадыра Мырза-Али. Что делал мальчик? Какие это поступки? Хорошие или плохие?
QR-код арқылы тыңдаймыз. Қазір қосып беремін. Самого себя узнай. Переполненный трамвай. Рядом бабушка стоит. На сиденье кто сидит? Кто родился шалуном? В классе вертится вьюном? Кто контрольную списал? Кто соседу подсказал? Кто, когда пошли домой, начал бегать, как шальной? Дергал девочек за косы? Кто грубил при встрече взрослым? Жауаптары. Упражнение 4. Мальчик не уступил место бабушке, вертелся на уроке, списал контрольную работу, подсказал соседу. Это плохие поступки. Так делать нельзя. Бала. Әжеге орын бермеді, сабақта тыныш отырмады, бақылау жұмысын көшіріп алды. Бұл жаман іс-әрекеттер, жаман қылықтар. Бұлай жасауға болмайды. Упражнение 5. Продолжите предложение. Напишите в тетради. Образец. На уроке нельзя списывать. Берілген сөйлемдерді жалғастырамыз. Нүктенің орнына слова подсказки деген жердегі сөздерді қоямыз. Первое. Надо в транспорте что делать? Уступать место взрослым. Үлкендерге орын беру керек. На уроке нельзя что делать? Нельзя вертеться, списывать, подсказывать. Сабақта тыныш отыру керек, көшірмеу керек, артық сөз сөйлемеу керек. Упражнение 6. Определите, по какому признаку слова объединены в группы. Выберите и продиктуйте однокласснику слова одной из групп. Проверьте, как он их написал. Слова мальчики, чашки, двери, дома. Кот, хвост, мама, чай, шалун. Слова объединены в группы по признаку много и один. Мальчики, чашки, двери, дома – это много, множественное число. Кот, хвост, мама, чай, шалун – один, единственное число.